Всем привет! Меня зовут Тервел Серафимов, я международный мастер в шахматах. Сегодня я хочу познакомить вас с моей новой книгой «Эмоциональная интеллигентность в шахматах». Для тех из вас, кто хотели бы ее приобрести, я поставил ссылку под видео, по которой они могут связаться со мной. Это первая книга, в которой обширная шахматная материя рассматривается с особой психологической точки зрения. Центральная идея произведения состоит в том, чтобы подчеркнуть огромное значение неизмеримого спектра, в некоторых ситуациях невидимого фаворита и конкретного индивидуального подхода, который не должен сводиться единственно и только к компьютерной подготовке, сфокусированной на анализе дебютных вариантов и партий оппонентов. В шахматной сфере большинство игроков с международными титулами абсолютизирует важность компьютера и дебютной подготовки, вкладывая в это направление свое время и деньги. Эта модель работы и рассмотрения шахмат через призму измеримого спектра, основанного на когнитивном интеллекте, памяти, внимании, мышлении, восприятии, могла бы иметь смысл, если бы люди были запрограммированными роботами, умеющими играть безупречно и не испытывать эмоций. Гиперболизация роли компьютеров вредна и неэффективна по той прозаической причине, что люди никогда не смогут играть и рассчитывать варианты как машиной. С другой стороны, роль неизмеримого спектра и его связь с интуицией, воображением, креативностью сильно недооценивается. В этой книге собрано 40 партий, в том числе множество гроссмейстеров и несколько чемпионов мира. В ее предлагается новую систему подсчета очков в шахматах, которую я вам представлю через момент. На этот этап общество доминирует в оценке отдельного индивида, в его расстановка в социальной иерархии. Например, в шахматах одна партия заканчивается ничьей, либо один из игроков выигрывает ее, либо проигрывает. Этот факт засчитывается в турнирной таблице и связан с коэффициентом ЭО. Эта система расчета существует уже несколько десятилетий и, видимо, все в порядке. В действительности этот вид оценивания не приоткрывает завесу, за которой скрыта истинная человеческая сущность, не отражает психологическое проявление отдельного участника. Любой участник может проиграть определенную партию, и общество оценивает его на нуль. Однако этот ноль может иметь очень высокую ценность. Возможно, что до определенного момента проигравший игрок играл интересно и красиво, предложил новую идею, и только нелепое стечение обстоятельств, цейтнот или переутомление привели к проигрышу. В этом случае его самооценки и его близких должны быть отягощены с гораздо более высокой ценностью, чем социальная измеримость. Такая постановка является здоровой и эффективной позицией для таких критических ситуаций. Вот новая система подсчета очков. Шахматы повысили бы уровень своей справедливости, если бы прекратилась практика считать каждый проигрыш равным 0 и каждую победу 1. Если, например, не удается выиграть до 50-го хода, выигравшему можно дать 0,9, а проигравшему 0,1. После 70-го хода это соотношение может составлять 0,8, 0,2. И после 100-го хода 0,7, 0,3. Естественно, в случае попыток злоупотреблений, например, на 45-му ходу один участник категорически должен проиграть, но продолжает накапливать ходы и играть до мата, в таких случаях адекватное решение принимает судья при содействии турнирной комиссии. Новый подсчет очков в шахматах в большей степени будет мотивировать игроков
и снизит фрустрацию в случае проигрышей, увеличит значение существующих дополнительных показателей, Бухольца, Бергера и так далее, и позволит игрокам больше полагаться на себя. Аналогичный подсчет проигравший есть и в других видах спорта, волейболе, теннисе и так далее. В завершение сегодняшнего презентацию я хочу выразить особую благодарность моему отцу, внесшему значительный вклад в написание книги, Елизавете Доскаловой, занимавшейся компьютерной версткой, Надежде Сабуровой, корректору русской версии, и Борису Карабойкову, веб-дизайнеру сайта под видео. Спасибо вам за внимание.